Всем привет! В эфире телеканала «Осетия Рестон», еженедельный спортивный проект «Передача». В этом выпуске, как всегда, актуальные новости прошедшей недели. Расскажем и покажем встречу Чермена Валиева и поделимся результатами первенства Европы по боксу. Ну а пока к новостям. В субботу на выезде Алания провела матч с футбольным клубом «Шинник». Состав красно-желтых на ваших экранах. Матч стартовал в 16:00, а в 16:16 горчишник получил Ибрагим Цаллагов. Через 4 минуты с передачей Тараса Гаглоева мяч в ворота хозяев отправил Батрас Гурциев, но боковой судья зафиксировал офсайд. Так что счет на табло 0:0. Так и отыграли 45 минут и добавленные 60 секунд первого тайма. Буквально в самом начале второго тайма на 48-й минуте попытка забить была в исполнении Ибрагима Цаллагова. Но мяч пролетел слишком высоко над перекладиной. Затем были замены. А на 65-й минуте Алания пропустила. После гола аутсайдер турнира максимально закрылся и не допустил и попытки отыграться. А под конец матча вслед за Цаллаговым желтую карточку получил Алам Багаев. Так и закончили игру с 2 желтыми и 1 пропущенным мячом. Футбол не порадовал болельщиков. Видеокомментария Битеева не было, но в текстовом он сказал, что ребятам не хватило мощи впереди и агрессии. Полностью согласны с Сосланом. Прервем новостную повестку. Предлагаю вам пока посмотреть, как встречали Чермена Валиева в Осетии с бронзой Олимпийских игр. Обладатель золотой бронзы. Именно так окрестили в Осетии, да и в Албании, Чермена Валиева. 9 августа в Париже на стадии 1/4 он уступил Разамбеку Жамалову, который с недавнего времени выступает за Узбекистан. Этот эпизод обсуждали по всему миру. Мнения разделились. Одни говорили, что пассив Чермену дать нужно было, а другие утверждали, что судьи ошиблись. Но факт остается фактом. Официально Валиев третий, хотя в сердцах болельщиков он, несомненно, чемпион. Вечером 21 августа самолет с бронзовым призером Олимпийских игр, который в Париже защищал цвета Албании, прибыл в воздушную гавань Осетии. По традиции, десятки юных фанатов встретили народного чемпиона. Спасибо большое. Эмоции, честно сказать, переполняют. Я вижу, столько людей тебя поддерживают. Честно сказать, не ожидал, что столько людей приедут. Спасибо им большое, кто приехал. И для меня это очень приятно и чувствуется поддержка всех. Негодования Чермена по поводу судейства не закончились даже спустя месяц после схватки. Понятно, что результат никак не изменить, но апелляцию, тем не менее, албанская сторона подала. К нему отношусь хорошо. У меня вопрос к судьям, так как я не понимаю, как они оценивали эту ситуацию. Мне это очень некорректно оценили и, скажем так, забрали мою победу. Ну, вроде апелляцию подали, и будем смотреть, как все будет складываться. Самым первым Чермена встретил и обнял буквально как родного сына Кахабер Дзукаев, его наставник. Именно под его руководством Валиев делал свои первые шаги. Он до сих пор предан своему тренеру. Огромное спасибо всем нашим болельщикам. Кто, посмотрите, сколько народа здесь собралось, кто за нас болел, кто за нас молился, кто радовался. Огромное им спасибо. Я желаю каждому тренеру вот это ощущение, то, что я пережил до медали, нет, а вот именно когда он завоевал, уже 3-е место занял, после этого я каждому тренеру желаю вот это ощущение, пусть каждый тренер это почувствует и каждый тренер потрогает своего ученика медаль олимпийский. Огромное всем спасибо. Что сказать насчет Олимпиады? К этой Олимпиаде мы готовились очень тщательно и, можно сказать, очень внимательно. Чермен делал все абсолютно то, что ему говорили. Мы ему расписали все, что должен был он делать. И он, можно сказать, что 93% все выполнил. Несмотря на судьбоносную схватку в 1/4, Кахабер Шотаевич лестно отзывается о Разамбеке и даже благодарит. От чистого сердца говорю, от всей души поздравляю.
Розанбека Джамалова чемпионством. Я рад за него, потому что он мне доказал, что мой ученик точно так же мог стать чемпионом. Я вот стою перед Богом и чистой совестью я поздравляю, от души я поздравляю. Дай Бог ему здоровья. Там не виноват Розанбек Джамалов, там виноваты суды. И как я могу кого-то обвинять? Ну, получилось так, Бог им судья каждому. А Джамалова я от души поздравляю. Что касается планов на будущее, то Олимпиада, безусловно, только добавила азарта. Чермен замотивирован как никогда. Планы такие же, дальше готовиться на большие старты, чемпионат Европы, чемпионат мира. Но самое главное это для меня выиграть Олимпийские игры в дальнейшем. Для меня, честно сказать, не принципиально с кем-то вот встречаться. Для меня самое главное выигрывать, кто бы не был моим соперником. А вот сказать, что кого-то я хочу вот именно его выиграть или такое у меня нет. Главное выиграть соревнования, это мир, Европа, Олимпийские игры. Наверное, так было надо, и это к лучшему. Так выразился один олимпийский чемпион о сложившейся ситуации Чермена. Подумайте, это лишь второй в его жизни международный старт. Самые громкие, значимые и ценные его победы еще впереди. Мы уверены, что этому человеку покорится и континентальный, и мировой старт. А впереди его ждет золото Олимпийских игр из Лос-Анджелеса. Ведь не зря Чепик, так его называют, рифмуется с Чемпик. Продолжим про вольную борьбу. В Карачаево-Черкесии прошло первенство России У-23. Золотые медали на счету Арслана Багаева в весе до 86 килограммов и у Георгия Джиоева в тяжах. В весе до 97 килограммов мы практически забрали весь пьедестал, к сожалению, за исключением золота. Серебро завоевал Ирбек Тавгазов, бронза на счету Сергея Козырева и Сослана Джагаева. Поздравляем ребят и их наставников с победами. И даже на этом новости про вольную борьбу все еще не закончились. В Иордании прошло первенство мира У-17. В составе российской сборной выступили 3 остинских спортсмена. Тунджай Вердиев в весе до 55 килограммов в 1/4 уступил американскому борцу. Вслед за ним на той же стадии, но в весе до 80 килограммов, с обидным счетом 2-2 уступил и Алдат Кисаев. В весе до 92 килограммов до стадии финала дошел Родион Санакоев, но там проиграл грузинскому спортсмену Константину Петриашвили и завоевал серебряную медаль первенства мира. Поздравляем Родиона и его тренера. Всего сборная России завоевала 2 серебра и 2 бронзы. В Грозном прошел всероссийский турнир по тяжелой атлетике памяти первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова. В активе команды из Северной Осетии 2 золотые медали. Анастасия Черемых заняла первое место в весовой категории 49 килограммов. В сумме двоеборья она показала результат 154 килограмма. Виктория Костова стала победительницей в весовой категории 59 килограммов. По итогу 2 упражнений ей покорился результат 110 килограммов. На первенстве Европы по боксу остинские ребята завоевали медали всех проб и в составе сборной страны взяли первое общекомандное место. Подробнее в материале моей коллеги Мадины Тимиркановой. Мы хотим от имени Федерации, от имени школы бокса поздравить наших Пожать ваши мужественные руки. Цибуев, Абрамов, Капараев, Алин, победитель Европы. Поздравляю Давай вас. поздравим. Тренировка обычно начинается с разминки, но сегодня исключение. Надо поздравить триумфаторов первенства Европы с результативным выступлением. Эмоций на лице ребят минимум, потому что все выплеснули там, на соревнованиях, которые проходили в Боснии и Герцеговине. Эмоции были на высшем уровне. Я очень рад, что я выиграл. Я готовился очень усердно.
3 тренировки в день и 5 дней в неделю. В захватывающем финале первенства Европы 14-летний Авраам Цыбоев завоевал золото. Парень продемонстрировал потрясающую технику и силу воли. Он трудолюбивый, очень хорошо работал над собой. Он 3,5 года ходит на бокс ко мне. Всегда выкладывался, характер хороший. Он показал себя. Тимур Таласов в прошлом сам выходил на ринг, показывал неплохие результаты, но в собственной карьере предпочел работу тренером. Он признается, в начале пути Авраам не блистал результатами, но делал все, чтобы в будущем оказаться среди лучших. Конкуренция очень большая. Да? Сегодня очень много кто занимается боксом. У меня есть цель стать олимпийским чемпионом. Золото первенства Европы в 14 лет – достойный результат, который обязывает трудиться каждый день до 7-го пота. По словам Авраама, на соревнованиях в Боснию и Герцеговину приехали те, кто готов был на все ради победы. Биться с такими – настоящее испытание. В финале Цыбоев встретился с греком Александром Константинидиусом. Авраам доминировал на протяжении всех раундов и выиграл с красивым счетом 0-5. У меня хороший соперник был англичанин, он хорошо работал. И грузин еще был тоже техничный. Американская школа бокса, мне кажется, очень технична. Но в ближнем бою они хорошо работают. Осетинские спортсмены принесли сборной России медали всех достоинств. Алим Габараев остановился в шаге от золота. Парень старался изо всех сил, но есть факторы, которые не всегда зависят от спортсмена. Габараев Алим, он сильный парень, просто чуть недовес у него был. У него 85 килограмм был, он в 91 боксировал. И чуть не хватило в финале ему, а так он мог стать чемпионом. Попасть на европейский ринг могут только самые стойкие. Алим признается, сборы перед соревнованиями были не из легких, но он сделал все, чтобы не разочаровать наставников и болельщиков. Первенство Европы я прошел 2 сбора. Первый сбор у нас был в Кисловодске, а второй сбор у нас был в Серпухове, в Московской области. Тренировался усердно, готовился. В день у нас было по 3 тренировки. На первенстве Алим провел 3 боя, 2 из которых уверенно выиграл. В финале остинский боксер отдал пальму первенства польскому спортсмену Якубу Войничу и забрал серебро соревнований. Первый соперник у меня был из Ирландии. Был хороший, сильный. Победитель первенства Европы тоже был в прошлом году. Мы его выиграли. Второй бой у меня был румын. Тоже был сильный, достойный. Его тоже выиграли. А третий бой у нас был с поляком. Ему проиграли, но будем дальше тренироваться, чтобы в следующий раз выиграть. Сборная России завоевала 11 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых медалей. Ребята в очередной раз показали уровень мастерства. А осетинские спортсмены доказали, что местная школа по-прежнему готовит лидеров. Мадина Тимирканова, Майрбек Дидикаев, Резван Якубов, Давид Валиев. Специально для программы «Передача». Спасибо, Мадине, за интересный материал, а мы возвращаемся к новостям. В Москве 23 августа на арене «Газголдер Клуб» состоялся бой за титул чемпиона Евразийского боксерского парламента в первом полусреднем весе между Георгием Челахсаевым и афганским бойцом Мохаммедом Зикрия Замани. В активе Георгия 22 победы, 2 поражения и 1 ничья. В своем последнем поединке он одержал победу единогласным решением судей над Аганесом Устяном в июле 2022 года.
Перед боем Челахсаев отметил, что его привлекает агрессивный стиль соперника, и он готов к этому вызову, что обещало зрелищное противостояние. Так и получилось. Георгий Победоносец Челахсаев нокаутировал соперника. Поздравляем Георгия и его тренера с очередной победой. В Китае состоялся международный турнир по тэквондо. За награды турнира соревновались юноши и девушки от 12 до 14 лет. В составе сборной команды России на соревнованиях выступили и остинские ребята. Алина Геворгян провела 4 поединка, поочередно выиграв соперницы из Китая, Туниса, Кореи и завоевала золотую медаль. Тимур Гусов провел 3 поединка, одержал победы над представителями Омана и Китая. В финальном бою уступил сопернику из Арабских Эмиратов и стал серебряным призером. Поздравляем! На этом новости спорта подошли к концу. Спасибо, что были с нами. До новых встреч, дорогой зритель!